Проблему воды в Древнем Израиле решали постройкой водных резервуаров. Так на территории Иерусалима находится местечко Вифезда. Оно прославлено в Библии чудом исцеления. Два водных водоема сначала были открытыми, но потом их закрыли, и получился водный туннель. Цистерны, купальни и гроты использовались в лечебных и религиозных целях. Раз в году ангел Господень спускался и возмущал воду, и тот, кто первым входил в нее, исцелялся. И потому здесь всегда находились больные и немощные. Библейская история повествует о том, что здесь лежал больной, парализованный 38 лет. И на слова Иисуса «Встань, возьми постель твою и ходи», он исцелился. Это чудо засвидетельствовали сотни людей. Несмотря на то, что завоеватели Иерусалима всегда разрушали город, эта купальня дошла до наших дней. Это была овчья купель, как я вам говорил, куда приносили, вот внизу у Кедронского потока закололи жертвенных животных, их приносили сюда на омовение. Вот это здесь все эти цистерны были залиты водой. И здесь этих животных омывали, и прямо напротив нас вход вот в притвор храма Соломонова был. И прямо заносили туда, отдавали левитам, левитам-священникам, и на жертвенник, который горел ярким пламенем, возлагали вот этих вот жертвенных животных, как положено, там, тельцов, овец и так далее и тому подобное, вот, вплоть до голубей, и все это сжигалось. Следующим местом паломничества абхазских христиан стал город Вифлеем, расположенный в палестинской автономии. Один из самых древних храмов христианства. Храм Рождества построен на месте пещеры, в которой родился младенец Иисус. В IV веке базилику возвел император Константин. Он уникален тем, что никогда не разрушался, не перестраивался. И на полу, и на стене мозаичная живопись. Приложившись к 14-конечной звезде Рождества, абхазские паломники прослушали греческое богослужение и причастились. Манана Кокуски, Роберт Джопо, Израиль, Абхазия.